Приветствую, друзья! В Украине продолжают идти боевые действия, и сейчас уже мы видим, что натовские войска постепенно перебрасывают на Донецкое направление с Херсонской области. Можно предположить, что уже в принципе окно возможностей для натовской группировки войск в Херсонском направлении и даже на Донецком, Купянском направлении, то там уже закончилось. Потому что если просто проанализировать, то уже по факту очень скоро начнутся морозы и снег. И таким образом, конечно же, вся вот эта группировка войск, которая будет атаковать теоретически натовская, она будет очень и очень уязвимой для российской артиллерии. А как известно, артиллерия абсолютно без разницы, либо там бежит 10 человек, либо 100, либо 1000, потому что по факту все эти войска будут уничтожены. Также многие связывают отсутствие масштабного наступления со стороны натовских сил с тем еще, что в Украине очень серьезно испортилась погода и дождями залило всю территорию, и по факту там просто техника вязнет в грязи. Причем не только техника, и даже и солдаты вязнут в грязи. Также не стоит забывать, что наступательный потенциал натовской группировки войск, конечно, обусловлен количеством различной техники, и особенно тяжелой. И это тут и гаубицы, и танки, и так далее. Но на этих кадрах, которые каждый день приходят с интернета, мы видим, что там очень большое количество техники уничтожают либо на позициях выдвижения в атаку. Тем более сейчас на первый план выходят беспилотники Камикадзе Ланцет, которые просто методично уничтожают технику, потому что в день просто масса различных видео появляется, как Ланцет условно летит на очередную там американскую, итальянскую либо французскую гаубицу и уничтожает ее. Мы видим, что на фронте реально беспилотники Lancet начинают использовать массово, и от вот этих беспилотников натовские войска крайне много техники просто теряют. С учетом реальной боевой эффективности, то здесь уже можно говорить о том, что славу Байрактара давным-давно затмил сначала, знаете, Шахид-136 под брендом Герань-2, а теперь мы видим, что все вот эти беспилотники уже вытесняют БПЛА Камикадзе Lancet. Безусловно, что БПЛА Байрактар, что БПЛА там Шахид-136, что БПЛА Ланцет российского производства, это условно разные абсолютно беспилотные летательные аппараты. Но уже можно говорить о том, что после боевых действий Российская Федерация на беспилотники Ланцет получит очень и очень массовый заказ от различных стран мира. Но тем временем с Белоруссии приходит информация о том, что там местные военные перехватили украинский дрон, который вел разведку на той территории и потенциально мог сбрасывать на белорусских военных различные боеприпасы. С точки зрения белорусских пограничников, данный дрон вел съемку технических средств охраны границы на территории Белоруссии. Для Беларуси это на самом деле очень серьезно, несмотря на то, что там формируется российская ударная группировка войск. Потому что, как известно, натовские страны еще не все-таки отбросили в долгий ящик план по тому, чтобы с территории Украины своими прокси-войсками все-таки ударить по территории Беларуси и попытаться захватить хотя бы там какой-то вот районный центр, чтобы оттуда уже постепенно начинать боевые действия на территории Белоруссии. Для этих целей уже натовские войска подготовили несколько прокси-структур, якобы, знаете, добровольческих белорусских батальонов, которые действуют под предводительством Тихановской и под ее эгидой. И, конечно, с учетом того, что Тихановская это вот четко аффилированная фигура с западными посольствами, то через вот эту вот фигуру и через вот эти, знаете, вот, так называемые фейковые батальоны будут заграничными наемниками накачивать и людьми, и оружием эти подразделения и пытаться вести там какую-либо подрывную деятельность на территории Беларуси. На этом фоне типа командующий вооруженными силами Зеленского пан Залужный доложил своему руководству в Пентагон и прочие западные страны о том, как идут боевые действия в Украине, и обо всем об этом прямо информация официально публикуется на официальных украинских государственных ресурсах. И с точки зрения колонии Украина, то в принципе здесь все нормально, как и должно быть. Потому что, знаете, местное руководство всегда должно отчитываться перед вышестоящим руководством, которое находится за океаном. И если все-таки среди зрителей, которые смотрят данное видео, есть люди, которые считают, что данные доклады напрямую в Пентагон, то это не признак колонии, то здесь вы будьте добры, напишите в комментариях свою точку зрения, крайне интересно будет почитать. Друзья, также напоминаю, что ко мне приходит много видео с линии фронта и другой много интересной информации, и все это здесь на YouTube я не могу
могу публиковать, потому что тут есть масса ограничений. А в Телеграме их нет. Именно поэтому все самое интересное я публикую в Телеграм-канале. Ссылка на мой Телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Напоминаю, мой Телеграм-канал выглядит вот так. Сейчас делают много клонов в интернете, и важно, чтобы вы подписались туда, куда надо. Но тем временем поступает информация о том, что союзные силы атакуют не только в районе Артемовска с помощью ЧВК Вагнера, а еще и также Марьинку. Со стороны Зеленского уже заявили, что всех людей с Марьинки из близлежащих поселков уже депортировали в рамках давно анонсированной Зеленским программой депортации. И таким образом мы видим, что то население, которое, знаете, Зеленский считает условно нелояльным к своему режиму и натовским войскам, то это население они все-таки стараются депортировать куда-то в основном там либо на центральную Украину, либо в западную Украину. Проблема только заключается в том, что всем вот этим насильно депортированным людям ничего не гарантируют. Никакого жилья, никаких соцобеспечений и так далее. Потому что с этим сейчас крайне тяжелая ситуация у режима Зеленского. Потому что объективно терминалы многие по Украине не работают. Потому что свет настолько часто падает, что по факту карточкой расплатиться нереально. С банкоматов деньги снять также теперь проблематично. То есть страна по сути перешла все-таки в 20 век уже больше. В отношении отопления и жилья, то здесь вопрос крайне риторический, потому что вот уже даже в Киеве ДТЭК, компания, которая энергетикой там заведует, уже объявила, что никакие графики, которые отключения света, которые она раньше публиковала, уже не актуальны, потому что теперь свет будут выключать ровно тогда, когда нужно, потому что объективно света, ну мягко говоря, не хватает, и уже отключения в столице идут больше 11-12 часов в сутки. По этому поводу Зеленский записал очередной видосик и, конечно, попросил западные страны срочно что-то сделать с энергетикой, с энергосетью и создать, знаете, такой энергетический Рамштайн, то есть такое заседание где-то, знаете, в Европе на американской военной базе, чтобы обсуждали вопросы не только поставки оружия, а и, конечно, поставки еще различных там трансформаторов советского производства и прочих деталей для того, чтобы Зеленский имел возможность восстановить энергосеть, которая сейчас практически на 40% уничтожена. Но почему-то европейские и американские партнеры не в восторге от этой инициативы, потому что они всегда заинтересованы исключительно только в войне. Именно поэтому Америка сегодня уже объявила об очередном пакете дополнительной срочной военной помощи, потому что очень большими темпами уничтожается западная военная техника в боях с российской армией, и поэтому, знаете, в срочном порядке просто прямо требуют, чтобы как можно больше оружия загоняли в Украину натовским войскам. Вот уже даже Болгарию прогнули в плане поставок вооружения Украине. И если до этого Болгария поставляла негласно вооружение натовским войскам в Украину, то теперь уже это, можно сказать, легализировали с точки зрения парламента. Вчера парламент страны одобрил переговоры с НАТО по бесплатной передаче Киеву советских вооружений в обмен на западные. В этой схеме участвуют все страны Евросоюза, кроме Венгрии. Можно сказать, что это очередная позорная история болгарского государства, потому что с учетом исторической перспективы, сколько Россия сделала для Болгарии, для ее существования, для болгарского народа, и сейчас мы видим, что по сути Болгария опять присоединилась к западным странам для того, чтобы атаковать славянские народы, то здесь, я так полагаю, все-таки, что в будущей исторической перспективе, в плане через 10, 20, 30 лет будущего Болгарии, то я полагаю, что особо не будет, потому что, опять же, все эти страны, которые сейчас граничат с Украиной, их ждет, знаете, в ближайшее время, мне кажется, очень серьезная трансформация. Также сателлиты Соединенных Штатов Америки в виде стран Большой Семерки плюс Австралия уже решили согласовать граничную цену на российскую нефть. И здесь это очень тревожный звоночек для таких стран, как Саудовская Аравия, Катар, Эмираты и, конечно, Венесуэла, Норвегия и прочие страны, которые добывают нефть. То здесь мы видим, что уже идет прямо на межгосударственном уровне прямо картельный сговор для ограничения цены. И это, конечно, абсолютные похороны так называемого свободного рынка, который десятилетиями просто так пиарили на Западе. И в конечном итоге, как мы видим, когда свободный рынок не выгоден западным странам, то его быстро хоронят такими картельными сговорами.
Хотя вряд ли у них что-то получится с учетом того, что Российская Федерация и много других стран, в том числе и Катар, уже заявили, что если будут какие-то граничные потолки цен, то по факту в эти страны просто поставляться нефть не будет. А тем временем приходит забавная новость с Нидерландов. Это такая, знаете, маленькая колония Соединенных Штатов Америки в Европе. И там уже заявили, что с учетом того, что история все-таки у Нидерландов, она такая, знаете, жестко колониальная, то решили там местные все-таки царьки, а там, как известно, там еще королевство, понимаете, там люди еще живут в формате 19 века с учетом 21-го. Тем не менее, там все-таки они объявили о том, что покаяться они решили перед теми народами, которые колонизировали. А с учетом того, что история у Нидерландов в плане колонизации и загонять как в рабство целые народы у них большая, то вместо того, чтобы платить репарации всем вот этим народам, которых загоняли в рабство, то они решили вместо этого сделать музей в Нидерландах, который посвящен рабству, то есть тем конкретно людям и тем народам, которых брали просто в рабство и заставляли просто десятками лет трудиться на благо Нидерландов или там Голландии, как там правильно. Но тем временем в другой колонии Соединенных Штатов Америки, которая пока еще им подконтрольна, в Украине, в Киеве, там уже все-таки предложили киевлянам все-таки переименовать часть улиц и вернуть им исторические названия. И с учетом того, что опять же, вот как только вот собрались все это делать и начали выдумывать, какие же это исторические названия, то получается все уперлось в то, что раньше-то эта вся территория, она была частью Российской империи. И если возвращать старые названия, то по сути нужно возвращать опять же названия, которые были в Киеве во времена Российской империи. И здесь получается у местных депутатов-националистов просто случился опять же системный сбой. И они не знают, что делать. Поэтому, скорее всего, местные вот эти украинские националисты сейчас будут решать, чтобы все-таки, знаете, на где-то 10-12 веков назад вернуться именно к тем названиям, потому что если возвращаться лет на 100, на 200, то тогда, получается, у них выбора нет, придется название с Российской империи использовать, а это, как говорится, для них просто сейчас смерти подобно. На этом, друзья, у меня сегодня все, ну а вы не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там для вас есть всегда возможность больше информации предоставить объективной, нежели здесь на ютубе, потому что тут есть масса ограничений, а в телеграме их нет. Ссылка на мой телеграм-канал в описании, первым комментарием под видео. До скорого!